Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы здесь, в рыночном комплексе, простым языком, на базаре. Итак, благодаря переживающим нижнекамцам здесь проделан ремонт. Вы видите, как стало здесь светло, тепло, уютно, удобно. Удобно для тех, кто приходит взять здесь горячее питание. Также удобно для организаторов и волонтеров, которые приносят сюда продукты питания, складывают в полках. 9 наименований. Вот так. И человеку отдаем. На сегодняшний день наш пункт помощи обеспечивает 123 человека. 15 из них, которые находятся в очень тяжелом положении, люди с инвалидностью, получают доставку горячей еды на дом. 5 человек приходят у нас сюда в пункт помощи. Остальные в количестве 100 человек приходят ежемесячно за продуктовым набором. А больше о здоровье, Алла bilsa. Zok yıllar yaşarız. Bağlar устроп, Алла bilsa. Всем мир, счастье и здоровье, Алла bilsa. Счастье, здоровье, Алла bilsa. Спасибо классу за горячее питание, постоянно поддерживает. Я беру не только себе едой, но и разношу по адресам как волонтер. Помогаю другим инвалидам. Здесь в пункте произведен вот такой ремонт. Здесь стало светло, тепло, уютно. Вот, конечно, это приятно в первую очередь для тех, кто здесь принимает нуждающихся. Но теперь это стал не просто пункт, теперь это больше похоже на место встреч. Поэтому любой человек, любой национальности и вероисповедания может прийти сюда. Стоит здесь у нас термопод. Удобно, очень комфортно и очень современный такой у нас дизайн. Человек же, он не обязательно должен получить горячее питание или какую-то физическую поддержку. Иногда не хватает просто общения. Поэтому сейчас каждый день в будни с 9 до 11 часов сюда можно прийти любому желающему человеку. Вот в этом районе он может прийти сюда, попить чай, может прийти сюда вместе со своим соседом, с подружкой. Вот. И просто здесь провести время. Кроме выходных, функция этого пункта – это, конечно, прием тех граждан, которые оказались без крова, без дома или в какой-то такой ситуации, когда ему негде просто ночевать. И тогда здесь в пункте, конечно, его обогреют горячим чаем, конечно, ему предоставят горячее питание, но после этого, после общения с ним и знакомства с ним более близкое, его провожают в приют. Итак, когда человек попал в трудную жизненную ситуацию, первым делом он направляется в рыночный комплекс, как мы сказали, по-простому, на базар, находит наш пункт «Ихлас, искренность» и обращается со своим вопросом. Там его выслушают, там его примут, да, и если в этом будет нужда, его направят сюда, на Вахитова 13, в приют, где могут его приютить на ночлег. Мы лишь только стараемся помочь, чтобы он в холодную погоду не оказался на улице и не замерз, и не погиб. А бывало и такое. Бывало такое, что мы человека принимаем, его приводим в порядок, моем, постригаем, кормим. Значит, его располагаем в приюте, буквально через 2-3 дня он сбегает. И хуже, и самое страшное, что потом его находят где-то на остановке замерзшим. Поэтому, если кто-то вдруг обнаружит в подъезде или, не дай бог, на улице человек, который заснул, а может быть, он просто в нетрезвом состоянии, а может быть, просто с ним что-то произошло по состоянию здоровья,
команда нашего Марата Ихлас Искренность займется этим человеком. И, возможно, вы станете причиной того, что человек не останется на улице и не замерзнет. Ассаламу алейкум, рахмат баракату. Так, снимаем обувь. Бахила лучше. Ну, давайте. Бахила. обувь. Вот. Снимаем. Итак, это приемная для тех, кто просто пришел оказать помощь, то есть для волонтеров, для сотрудников. Здесь у нас люди раздеваются, переодеваются, да, то есть вот. А вот на этой стороне у нас как бы, ну скажем, такой уголок, где собираются какие-то вещи. То есть это могут быть одеяла, это могут быть какая-то одежда. Люди даже приносят книги. И неудивительно, люди, которые оказались вот в такой ситуации, без жилья, которых, когда мы видим, у нас вызывает отвращение, да, то есть они грязные, от них идет запах, да, то есть они побираются, но они читают. Они без остановки читают здесь книги, и порой, знакомясь с ними, ты понимаешь, что у некоторых по 2 высших образования. Поэтому нельзя сказать, что завтра что-то не произойдет с твоим близким или родственником, или даже с тобой. Это очень-очень важно понимать нам, что это такие же люди, которые просто не смогли или вынуждены были принять какое-то решение для себя и оказаться в такой ситуации. Идем дальше. Итак, это вход как раз для тех, кого мы принимаем. То есть для тех, кто оказался в такой сложной ситуации, значит, да, это дверь, через нее они входят, значит, сюда, да, попадают вначале в санитарную зону. То есть это санитарная зона, это где они переодеваются, снимают все свое старое, да, и если вдруг они болеют чем-то, то здесь их осматривает дежурная медсестра. То есть у нас есть договоренности, значит, с медицинскими учреждениями, частными, тоже так же, да, то есть которые здесь их осматривают. Но если человек уже в тяжелом состоянии, то мы, конечно, их напрямую везем уже, значит, в учреждение, в больницу. Если он на ногах, если он ходит, если все в порядке, все равно мы должны его обследовать, значит, поэтому здесь его смотрят. Следующее, значит, куда он направляется, это сюда, в душевую. Здесь он моется, приводит себя в порядок сам. Ну и, конечно, как же мы будем принимать гостей без чая, без горячего обеда. Поэтому это кухня, вот на которой те уже постояльцы, которые здесь есть, они сами вот так вот готовят, чистят картошку, значит, варят мясо, да. То есть, ну а тут уже пьет чай. Да, Сергей? Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было готовить пищу. Действительно, надо понимать, что же это такое приют. То есть здесь не просто вот мы встретили, помыли, переодели, да. Здесь, конечно же, есть еще и какое-то воспитание, то есть человек в обществе, здесь он приходит в себя, здесь он, значит, находит друзей, значит, здесь он как-то начинает ориентироваться дальше. То есть наша задача не просто его принять здесь, значит, как-то обогреть, накормить, да, переодеть. То есть наша задача все-таки как-то духовно подпитать его, да, как-то направить. Благо мы сотрудничаем с нашей благочиней, да, то есть это отец Александр, то есть и его приход, да. Поэтому у нас здесь в приюте разных национальностей и разных вероисповеданий. Поэтому кому-то нужно помолиться, кому-то нужно как-то отвести душу. Поэтому здесь мы можем помочь именно с этой стороны. То есть задача все-таки как-то замотивировать человека, да, как-то духовно его поднять, чтобы он, значит, почувствовал себя человеком, чтобы он нашел в себе силы, вернулся в общество. Поэтому здесь, как мы только можем, мы стараемся помочь с разной стороны. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Да, конечно, человек набирается сил, когда он
выспится. У нас в каждой комнате есть такая возможность, значит, 3 кровати, значит, да, могут отдыхать. Ну вот, свободное время, я же говорю, то есть, ну, читать это вот, ну, мы, наверное, меньше читаем, чем они. Поэтому условия есть. Да, где-то может быть прохладно, да, поэтому ставим дополнительно какие-то обогрев, да, но в принципе постельное белье, все условия для того, чтобы здесь переночевать, все условия для этого есть. Задача наша не просто, значит, предоставить жилье. Задача наша, что набраться сил. Набраться сил, чтобы действовать, идти дальше. Поэтому, переночевав здесь, если у кого-то проблемы с документами, то мы начинаем их вести по учреждениям, чтобы они восстановили свои документы. Как вас зовут? Николай. Николай. Как вы здесь оказались, Николай? Сперва с работы ушел, потом жена обиделась, жена ушла. Вот по друзьям скитался. Вот так, да? Потом на рынок пошел, с соседом с Равилем встретились. Вот там один мужик нам сказал, что вот такой приют есть. Сразу приют? Или вы вначале... Нет, там на рынке... Пункт? Да, пункт. Вначале пришли в пункт оказания помощи людям, оказавшись в сложной ситуации, да, то есть которые находятся, да, их искренность. Так, вас там кто встретил? Ну там Апа была. Да не Апа, наверное. Да. Да не Апа, да? Да, вот она потом позвонила. Вот этот Марат приехал. Вот они привезли сюда. Ладно. Так, ну, как здесь? Спокойней, кушать есть, крыша есть, тепло. Ну, а как-то вперед, о чем думаете? Вот как? Ну, я пока вот здесь был, сейчас документы делаю, паспорт уже получил. Хорошо. Вот в конце месяца остальные документы получили. Завтра на работу уже выхожу. А куда на работу выходите? Дворником. Хорошо. Вот сегодня ходил, договаривался, сказали завтра выходить. Все-таки приют как-то, скажем так, помог. Помог, да. То есть оставить скитание по друзьям и, значит, знакомым, да? И все-таки вы немножко уже думаете о завтрашнем дне. Да, о дальнейшем. Аллах верса. После того, как человек попадает в наш приют, мы стараемся его около 3 дней не трогать, он там отсыпается, отъедается. После этого мы начинаем с ним работать. Устраиваем его на работу. После того, как он получает первые деньги, он на эти деньги восстанавливает документы. Я жил в Челябинске, был прописан у дедушки с бабушкой в квартире. Когда они умерли, прямые наследники выписали меня из квартиры через суд. Как вы попали? Откуда? Я пришел в службу милосердия сначала. А они меня привезли сюда. Понятно. Ладно. Что вы делаете весь день тогда? Такой здоровый, симпатичный молодой человек. Что он делает весь день тут? Я решил поехать в зону СВО. Вот так. Да. То есть вы как-то обратились уже, сделали какое-то обращение или как, ну? Я пришел просто в военный комиссариат. Могу пожелать вам всего самого лучшего. И надеюсь, что наше знакомство было полезным. Спасибо вам. Спасибо вам. Здесь у нас место, где решаются судьбы человека. То есть, да, наша дорогая Надежда Владимировна, она каким-то образом умудряется найти родственников этих людей. В ноябре месяце нам привезли тяжелобольного после стационара. Человек был парализованный, сам за собой ухаживать не мог. Мы смогли разыскать его родственников. До сегодняшнего дня мы с его родственниками поддерживаем связь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить, то есть, да, нашу администрацию, да, отдельно это управление здравоохранения, которое идет навстречу. Хочу поблагодарить нашу городскую соцзащиту. Вся эта работа с бездомными происходит у нас совместно. А также хочу поблагодарить Милосердие. У них есть сотрудник, который работает напрямую вместе с нами на выездах,
на приемах бездомных. Огромное спасибо всех, кто поддерживает нас в нашей работе. Вот так. Вот так. Разные судьбы, разные истории. Каждая история поучительна. И я хочу вернуться к началу нашего разговора, то, что это люди, это обычные люди. И в такой ситуации может оказаться каждый. Поэтому давайте будем полезны друг другу. Давайте будем ближе друг к другу.